Что Саня купил? Новые ножи. И опарыши. И ну-ка покажи опариков. Свеженькие, свежего завоза. Вот у нас такой вот новый рыболовный магазин. Ну как новый он уже? Прошлый год открылся. Да? Ну а мы куда едем? А у нас, держи. А у нас вторая попытка покорить первый лед. И надеюсь, она будет удачной на этот раз. В день выезда было минус 5, вчера было минус 4, сегодня минус 6. Так что думаю, за 2 дня лед хоть немножко, но укрепился. И мы попробуем. Взяли жерлицы, взяли удочки, взяли балансиры, взяли опарышей, взяли даже ледобур. В надежде будем буриться. Дай бог, чтобы вода упала. Если нет, попробуем обойти, объехать. Короче, друзья, у нас поход на озеро. Встречаемся где-то там. Поехали. Ты куда с таким грузом? Все мало, все мало. Вроде взял, вот на всякий случай, не знаю, дырявый, не дырявый, там ручей-то перейти, чтобы не обходить. Выберешь, разденешься, если что, перейдешь, там оденешься по новой, да и все. Вон речку покажи на вылечение. А я уже поснимал речку. Какие пласты там. Эта сторона вон чистая, а там уже все, пласты пошли уже. Там, да, там вон уже кошмар. Пошла движуха. Скоро налим. Это все взял. Это, как говорится, в простонародье тюрьма, а так, как сказать, культурнее-то. Ну, короче, малявок держать, чтобы живцов. Садок, во, блин. Полчаса вспоминал садок. Так, друзья, мы опять остановились на нашей луже. И вижу такую картину, что здесь вот то, что мы лед, который накрошили, теперь он просто вон такими пластами. А лед здесь глубокий, по-любому он по-любому держать не будет. Хочу дать ответ Андрею Бортникову, почему я крушу, ломаю машину, а не объезжаю. Вот это объезд, который ты говоришь, Андрей, он только для мотоциклов. Машина здесь не проедет. Она, вот скажем, если колесо одно здесь, второе будет здесь, она просто кувыркнется и не проедет она здесь. Она немножко не влезает вот здесь, вот получается. Вон, колесо одно здесь, она просто не выдержит и кувыркнется. И объехать-то по большому принципе негде. Вон там колею прорыли, вода ушла немного. А было-то по самой борта, да? Было, да. И негде проехать. А тут, да, лед мы можем повиснуть просто. А здесь он не выдержит лед. Вот есть еще одна дорога, но тут она лужа еще поглубже. И там прокапывает туда надо, видишь. Было. Не, держит так и держит. Так-то держит, да. Но машину может не удержать. Вроде начерпаешься, вроде-то опущенная. Не, машину-то не выдержит. Машина. Нас-то О, держит. следы чьи-то. Куница. Что это такое? Какой-то мелкий зверь. Ну что, друзья, будем пробовать. Я не знаю, повиснем мы, не повиснем. И ходом-то боишься, да? Остатки бампера. Бампер-то бог с ним. Да не повесишь ты, потому что у тебя, ты на скорость идешь, ты вот низ бампера только. Ладно, на, до номера снимай, попробуем. Дверь закрылась, а там дверь не закрыл до конца. Записывай. Капот открытый у тебя. Нет, дверь открыта, я не закрыл. А, нет, там в комментариях тоже был, все капот открытый.
Да. Что боялись, то случилось. А другой дороги здесь нет. Сейчас будем пробовать ломать лед. Повисли, да? Нет, это ты не повисли, ты этот не можешь ехать просто. Он провалился под лед. Ты в лед уперся и все. Пишню доставай. Начну доставать и ломать. Хорошо промерзло, да? О, здесь нормально село. А, ну здесь ты разломал, потому что. Да я бы не сказал, что такой толстый он прямо. Просто ты не ходом сейчас шел. Ты спокойно. Страшно, я бы вообще убил. Не, я понял, просто видишь, ты просто уперся в него и все. Лед сколько сантиметров? Ой, 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 видишь какая глубина О, здесь? до колена, нифига. Ходом бы я тюрнул, видишь какая глубина? Не-не, ходом нет, даже ходом не прошел бы. Это все-таки машина. Тут раз-то кто-то для нас разломал лед, а потом мы поехали. А сейчас-то. Так что, Андрюха Бортников, специально машину никто ломать не будет. Это единственная дорога, где можно проехать.
нам... Сделали. Фу, я упадел уже. Ты-то, конечно. Ты-то, конечно. Сейчас еще. Вон такие буераки, реки, руки, раки, дороги. Вся дорога рухнула. Весенними ручьями размыла. Раньше вот здесь была дорога, спускались на речку. Теперь все, конец фильма. И вот такой обрыв. Уже точно не проедешь. Опа, опа. Опа, опа. А лед-то не держит. А здесь тонкий он из-за этого. Здесь-то тоненький, воды Вот. мало. Вот, зато на Печоре хватает вон половодье весеннее. Весеннее половодье. Точно придется нам поплавать. А Санька брать не взял. Покажи. Окчинский фонтан. Ты же его показывал, наверное, А, всем показывал. А новые подписчики-то не видели по-любому. Вот такой фонтан. Вот такой вот увеличенный немножко Окчинский фонтан. Бьет уже больше полувека. Наша достопримечательность. Поехали. Ну что, выключаемся пока, потихоньку едем. У нас очередное препятствие, друзья. Вода такое чувство, что после нас замерзла. Так, сантиметр 2 сантиметра воды замерзла после нас. Но это ни о чем, вон. Воды тогда было меньше еще. Она прибыла вчера, видать, а сегодня она падает, потому что, видишь, А, лед висит. лед висит. Ага, ага. После того, как мы здесь были, она вчера, получается, поднималась еще, а сегодня уже падает. Прошел. Ура! Хоть этот лишний груз не надо будет кругаля нести. Ага. Ты перейдешь там, если вода падает, может до вечера немного упадет хоть. Пока мы мудохаемся, уже скоро вечер будет. Там вообще яма, вон идет оттуда. Ну. Вот самая глубина, вон где короткая веточка торчит. Да, и все, дальше там нормально. Ну, вода падает. Вчера бы мы здесь не прошли уже. Когда вчера она поднялась, в отличие от позавчера,
А сегодня уже падает, потому что он лед. Да, да, лед повис. Лед висит. Все, теперь собираемся, ты пойдешь пешком там в обход, а я весь хлам пока перенесу здесь, чтобы налегке, чтобы не таскать. Ага. Ну здравствуй, всем коты. Замерзла, не замерзла, не знаю, друзья. Подошел именно к такому месту, где меньше всего травы, меньше растительности. Потому что вот если посмотреть там, где трава, вон там, где трава замерзает хуже всего. А тут получается сразу глубина идет и без травы. Здесь не замерзла, здесь хрустит. Здесь как бы сразу глубина, но смотрим. Если протыкается с первого раза, то не идем. В принципе Нормально. нормально. Так что пробуем. Пробиться-то пробилось, но я встал на первый лед. Ну не хрустит под ногами, да, смотри. Все, я так думаю, сегодня рыбалка получится. Пробивается, но я так думаю, сантиметров. Сейчас проверить толщину льда. Лед тонкий, конечно. Каждый удар чувствую ногами. Ну, со снеговицей сантиметров 6 может быть. Нормально, нормально. 5. Сантиметров 5-то точно есть. Вроде не хрустит. Бур мы с тобой взяли. Ту полынью, смотрю, тоже затянуло тонким ледком. Так что... Пробуем. Да здравствует первый лед, пробуем! Бурь сейчас. Все, пробуем, друзья, пробуем. Перебазируем. Ну и вот, пробурена первая лунка. Здесь мы хорошо видим, что лед, опа, мы даже вдвоем вот возле пробуренной лунки. И 5 сантиметров законных есть у нас. Конечно, близко подходить не буду. И вот первая насаженная мормышка отпускается в воду. Я скажу сразу, я буду пробовать на балансир сразу. А я буду ловить живцов. Пока. Но я балансир-то пробую тоже в надежде на живцов, да. Свеженьких попробую. Ух, нифига глубина тут, блин. Тут 4 метра глубина, Ё-моё. если не больше. Ёшкин кот. Даже возле Все. почти возле берега, блин. Да, тут глубоко. Ладно, все. Я тоже одеваю камеру на голову, достаю балансир. Вот попробую. 2 луночки еще есть. 3 даже получается. И буду пробовать ловить. Немного попробуем, что да как. А потом уже буду выставлять жерлицы, потому что день короткий. Мы и так полдня потеряли, пока доехали. Попили Чайковского немного с дорожки. С собой ничего не взяли, все оставили в машине. Да, попить некогда. А сюда пришли. Как будто трудно было нам взять еще один рюкзак с собой. Смотри, как я себе сделал. Так же, как у меня. Да, я потом повел. А это-то, который заводская, это, помнишь, да, сел, провалился. У меня так же он. Ну я по тебе, я у тебя увидел, у тебя и сделал так же. Он сейчас уже знает, что не порвется. Все. Одеваем балансир. Одеваем, говорю. Одеваем камеру на голову. Берем запас удочек. Ты бы опарышей сунул в карман. Я понимаю, что не жарко, но и Не холодно. не холодно, да. Но и не жарко. Так, что у меня тут? Запас удочек. А огромный запас удочек у меня. Забрал весь свой арсенал. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот эту безмотылочку я тоже попробую. 8, 9, 10, 11, 12 удочек. 12 удочек.
И вот 2 подбалансир у меня. 2 подбалансир. Так, я не помню, где у меня балансиры. Вот тут есть готовый, так что попробуем на готовый. Ну вот, и первый заброс балансира. Снизу у меня идет балансир. Сверху ангарская резина. Ну, кембрик, скажем так. Просто называют ее ангарской резиной. Как бы и я тоже. Так, все, глубину нашли. А, здесь у меня запутано, да. И пробуем. Раз. 2. 10 раз сделаю и выключаю камеру, если ничего не попадет. 3. 9. И 10. Поклевок нет. Так что пока выключаемся. До первой поклевки, друзья. Ну вот и теперь можно стопроцентно сказать, что сезон 2019-2020 открыт. Санек вот нашел луночку с окунями. Тонкий лед? Не, нормально. На, кидай сюда. 2 жерличных окуня. Тут вот наши жабы. 3 жабы, 1 лягушка из десяток мальков. Я пока там оттуда начну выставлять жерлицы. Пока приготовлю. Ты пока лови. Ну а потом... Видишь, вот здесь позже замерзло. Вон, видишь? Но. Вон. Ага. Это все было открыто вот отсюда. Вот граница идет вот. Так что не знаю, как там. Ты пешней бы лучше проверил сначала. Я пока дальше не пойду. Вон здесь ловится у меня, так я сейчас половлю, пока здесь. Ну, на жерлице хотя бы. Да. Запас. Вон. Клюет жерличный окунь. Так что... Ты мне парши-то опарыши, да. На. оставь, если мне не нужны они. На. Мне нет. Там... Я же жерлицы не буду опарышем. Так что сезон открыт. Пусть мелких окушков, но это тоже рыба. В данный момент она пойдет на наживку, на жерлицы. Ну а потом, что не пригодится, мы, конечно, это обязательно все отпустим. Ну-ка, как оно клюет. Как оно клюет. Вот так оно клюет. Вот так они, мои хорошенькие, клюют. Вот так они клюют. Вот так Опа, они и клюют. пошел хороший окушок. Покрупнее уже, но... ладошку. Ну как? Ну, для зимы. Да, пока кидаю их это ведро, все там разберемся потом. Все, клев пошел, а день уже заканчивается. Ну не заканчивается, но вот солнце уже ближе к верхушкам деревьев. У нас осталось буквально пару часов. Главное успеть выставиться жерлицами. Оставим их, конечно, на ночь, ну а завтра будет видно. Все, выставляемся. Так, что, Саня, тут делаешь? О, сколько тут у нас? Что-то они вверху пузом, да? Ну, что-то помирает сразу. Вода, может, не подходит. Нам, может, озерные воды им надо было. А мы оттуда, с ручья. Там тоже вроде же не это. Лягушки вон живут. Вон он самый крупный окунь. Вот тот, который был, да? С ладошечку. Остальные, вот еще один более-менее такой. Остальные все жерличные. Вон, друзья, хочу показать вам. Не знаю, видно, не видно. Вот. Здесь лед более-менее. А вот тут вот было позавчера еще вот открытого до туда метров 200 получается. И тут он только двухдневной давности. И по-любому прочность, наверное, льда уже не та, да? Я так думаю. Так что мы, конечно, будем пробовать. Но пока вот я приготовил 1, 2, 3, 4, 5, 6 жерличек приготовил. Сейчас все уже пойду насаживать. И будем ждать уже сработок. Будем ждать загаров. Вот прямо отсюда и начнем. Сделаем все красиво. И потом будем пробовать пробиваться туда. Хотя бы, не знаю, как-то вдоль берега или как там. Ну, будем спешнее пробовать. Сейчас я вам покажу, как я... Ну, в принципе, я уже показывал. Но те, которые на моем канале недавно, еще не видели,
мою зимнюю рыбалку. Показываю, как я насаживаю. Как видно. У меня, во-первых, крючки-двойники разные. Есть что-то покрупнее, есть что-то помельче. Пока у меня есть мальки, я попробую... Нет, мальков не буду. Где у меня самый маленький? Вот он, окушок. Вот так вот просовываю поводок. Ну-ка, тихо, ты успокойся. Под жабры. Открой рот. Под жабры вот так просовываю. Беру двойник. И теперь уже никто уже ее у меня не собьет. И живец живет подольше. И если он мне не пригодится, если щучка его не возьмет, то я его также благополучно отпущу, и он вот так он красиво так играет там, ушел на дно. Надежда есть, потому что мы на этом озере в этом сезоне первые, а у первых всегда есть надежда. Без надежды никуда. Ну давай, Господи, благослови он. Кыщи. Он дергает, дергает, окушок дергает, лишь бы крупные окуня, наверное, по-любому будут сработки делать. Ладно, ладно, будем надеяться, что все, одна пошла. И таким макаром буду сейчас снаряжать эти 6 жерличек. И пойдем потом дальше. Так что пока выключаемся. Друзья, вот я насадил одну, вторую, третью, четвертую жерлицу. Эти еще не успел насадить. Санька поймал окуня, отнес ведро, чтобы положить живца. Только подошел к Саньке, но прошло буквально секунд 30. Была сработка вот этой жерлицы. И катушка просто быстро-быстро размоталась, да? Слышал же? И все, там у меня стопор, дальше она никак не разматывает. Так что, друзья, будем пробовать. И дай бог, чтобы это была щука. Тут мелко. Что-то есть пока. О, уже нету. А было, Саш? Да? Был, щука была, да, сход. Так что это была щучка. Вот тут мелко, вот трава. Надо было, наверное, подождать. Что-то было. Что-то было. Оно не дергало. Надо было подождать, наверное. Видишь, что у меня до стопора оно докрутило. Тут мелко очень, слышишь? Вообще глубина тут ни о чем. Я еще думал переставить, думаю, на мелкоте. Это нормальная глубина, тут вообще мелко, вон. Буквально. Вот смотри, буквально тут. Ну есть тут. 1,5 метра глубины. А что получается? И вот тут грязь, трава, всякая фигня. Получается, что, она возле берега, что ли? И... Ну, не такая, не крупная была, до килограмма где-то. Грамм 600-700 так по весу. Но была. Я ее чувствовал. Она, видать, во рту держала, что ли. Так что вот такая вот беда. Первый исход. Ничего страшного. Это уже дает надежду, что щука здесь есть. И дай бог, что-нибудь да нам перепадет. Так, ну что, снарядили мы пока 6 штук жерлиц. Здесь на узком участке. Здесь идет расширение. И здесь более поздний лед. Сейчас мы посмотрим, какое состояние этого льда. Опа. Трещит. Даже не дошел, а уже трещит, Сань. Опа-на. Там тонкий. Я даже еще не дошел, а уже это. Че, блин, неужели до завтра придется ждать? Опа. Трещит.
Вон. Я еще не дошел даже до того льда, а он уже тонкий. Все, не лезь туда пока. Пока. Охося. Мне же хочется. Протыкается. Блин. Что-то. А здесь? Может, здесь тоже протыкается? Где мы ходим, тоже протыкается. Так. Там вообще его нету, блин. Мама. Это который вчера, ну, позавчера, получается, открыто было. За 2 дня вот на лужах 2 сантиметра и тут 2 сантиметра. Фигого. И что, ждать до завтра? Ночью, может, подмерзнет, да, немного? Вообще не до завтра ждать, а вообще на пару дней ждать, чтобы он прихватился хорошо. Или Сашу Калиновского пустить вперед? Там вот видишь, вот видно аж. Видно. Видно и слышно. Блин! Попробовать берегом обойти там, что ли? А какая разница? Если он весь так замерз тонко. Что, думаешь, он там толще стал, что ли? Ну, вдруг возле берега там где-то что-то. Ага, возле берега еще наоборот. Ладно, попробую хотя бы здесь, возле берега немного. Но здесь он, собака серая, почему-то... Ой, что он хрустит, трещит-то везде, блин. Я ему шагу, он трещит. Ты хоть палку приготовь меня вытаскивать. Там-то точно провалишься, где камыш, блин. Я просто думал, здесь, может, возле берега он более-менее. Блин. Протыкается, я даже не дав просто под весом пешни. Уже протыкается. Протыкается пешней, не лезь туда. Не лезь. Смешно, блин. Ну что лезешь-то, блин? Вот только вчера замерз, ты туда лезешь. Трещит. Ладно, друзья, пока выключаемся. Так, друзья, пока мы пробовали первый лед, у нас загорелся еще один флажок из 6, которых мы поставили. Ну, загореться-то загорелся, но катушка стоит на месте опять же. А смотри, она даже сдвинулась с орбиты. Или от флажка, что он выскочил. Флажок раз и толкнул его как бы туда. Ну. Получается, что, щука неактивная? Наверное, взяла флажок, выстрелила, и он оставил ее. Потому что вообще даже не дергается. Не знаю, выкрутила, не выкрутила его. Сейчас посмотрим, шевельнет. Вообще не шевелит, получается. А там никак. Я-то думал, сегодня выставим все 20 жерлиц. Тут еще поставим. Тут поставим еще внутри. Ближе сюда, кажется. Ну, где-то надо будет ставить все равно. Там-то, наверное... Хотя вон на мелкоте же вон здесь работала. Вот здесь была одна сработка, вот здесь вторая сработка. И стоит. Может, подсечь попробовать? Нет? Или он держит, думаешь, так? Я не знаю, как он сейчас. Давай. Как он сейчас там себя ведет? Он вообще там стоит на месте. Давай попробую подсечь, да и все. Ну, может, просто сработало. Сама пружина. Что-то мне помнится, здесь вроде малька насадил. А нет, малька там, наверное, насадил. Не помню. Само же по себе оно не сработало, наверное. А, что нет? Попробуй потихоньку. Ой. Что это? Ну, это здесь кушок. Он же тогда вот тебя дергал, говоришь.
Окунь сам по себе дернул. Что-то никакого сопротивления не чувствую. Ты дерни, да посмотри, что ты никуда, если она есть, она никуда не уйдет. А нету, ничего не Она чувствую. возьмет ничего. Ничего не чувствую. Вообще ничего нету. Сработала сама по себе. Окунь сам. Ну, Он такой окушок. Да ну нафиг, он, наверное, дернул. Флажок сработал, и он, наверное, выплюнул сразу. У меня бывало такое, когда он шугливый, блин. Фигово. Сигово. фигово. Ну ладно, будем ждать. Будем ждать еще сработок. Раз, два, три. А мне кажется, окунь не мог дернуть до такой силы. Подождем твою маму. Подождем твою мать. Вот она. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. И пешню не взяли. Вот она. Вот она. Вот она. Поздравляю! Янцика там. Янцика.